Дорогие друзья, хочу рассказать вам о ключевых моментах, которые любовь убивают. Но сначала расскажу о том, что говорят специалисты по этому поводу, а потом расскажу те примеры, которые у меня есть из жизни. Я много работаю с людьми, когда приходят клиенты в индивидуальную работу, в брачное агентство, конечно, они рассказывают о себе, о своей, так сказать, прошлой жизни, о тех ошибках, которые были. Сваха вообще, знаете, как врач. Ей рассказывают очень многое. И я обязательно с вами поделюсь, что с точки зрения обыкновенных людей, что у них разрушила любовь, что убила любовь, куда любовь эта ушла, ну и так далее. Значит, ну, начну, наверное, с какой-то классики, собственно говоря, наверное, о ней знают многие. Конечно, любовь разрушают, сейчас модно это говорить, нарушение границ, контроль. Да, на самом деле не очень приятно, когда тебя постоянно контролируют, но здесь даже, знаете, наверное, разговор не про контроль, а про то, куда ты пошла, ты не должна это делать. Или куда ты пошел, ты это не должен делать. И когда вот начинаются вот эти жесткие какие-то рамки, в этих рамках нет воздуха. Иногда говорят, что вот женщина должна вдохновлять мужчину. Но у меня девушки спрашивают, ну вот говорят все, что это такое, как я ее должна вдохновлять. На самом деле вы должны ему давать возможность дышать. То есть, ну, какие-то рамки расширять. У мужчин должны быть, может быть, там свои хобби, или свои интересы, или какие-то увлечения, или, ну, вообще какая-то, он же не в клетку попал, да, его же не в наручниках. То есть есть некая своя жизнь, которой человек жил, и не надо ее сильно разрушать. Хотя, конечно, отношения – это какие-то некие обязательства. Ну вот нарушение границ, долженствование, ты должен, ты должна – они, конечно, очень сильно разрушают любовь. Поэтому, чтобы этого не происходило, конечно, нужно перед тем, как вы вступаете в отношения или вступив в отношения, конечно, потихоньку осуществлять какие-то договоренности, что, ну, вот если у нас с тобой отношения или у нас семья, давай мы создадим свою конституцию нашего государства. У нас отдельное государство, оно ни на что, ни на какие другие не похоже. Ну, какие у нас будут законы априори. И, простите, вот эти законы для себя прописать, обговорить и потом их соблюдать. То есть, если человек не соблюдает какие-то договоренности, вы говорите, слушай, ну мы же с тобой договаривались вот это делать, а вот это не делать. Потому что когда люди не договариваются, вот эти законы своей семьи или своих отношений, свои ячейки не проговаривают, потом, да, начинаются обиды. Ты почему так не делаешь? Или почему ты так сделал? Ну, это спрашиваю, говорю, ну почему вы не сказали? Ну, это же так понятно. Это непонятно. Даже если это понятно, проговорите это вслух, что в наших отношениях будут действовать такие-то и такие-то законы. Обязательно проговаривайте табу в отношениях. Особенно пока вы счастливы, пока у вас все хорошо. Вот в таком состоянии можно четко проговорить табу в отношениях. Я не приемлю вот этого и вот этого. Вам там, например, эта женщина проговорит, а мужчина тоже говорит, а я не приемлю вот это и вот это. Если вы с этим согласны, все, вы договариваетесь, да, вот это неприемлемо, ни для кого я этого делать не буду. Ну, в общем, вот эти границы, ну, условные, да, не люблю немножко это слово, но тем не менее, то, что есть некие рамки, в которых вы будете взаимодействовать. Ну, границы государства. Вы создаете свою ячейку общества, свое государство. И там вы обговариваете, по каким правилам вы будете играть. По поводу должествования, опять же, вот из опыта работы с клиентами, знаете, мужчины довольно часто говорят, что я устал быть постоянно должен. Вот я должен, 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 в ответ мне ничего. При этом, когда я спрашиваю, а вы проговаривали, чего вы хотите в ответ? Ну, знаете, не все, и не всегда, и не все проговаривают. И поэтому иногда мужчины обижаются, что, нет, ну, понятно, да, там я многое вкладываю, я чего-то жду, а может быть, женщина не знает, чего вы от нее ждете. Лучше все-таки это проговорить.
Вот, поэтому вот это должествование, когда, с одной стороны, можно сказать, что никто никому ничего не должен, но если вы вступаете в отношения, конечно, у вас какие-то обязательства есть. Там что-то вы должны, поэтому лучше у партнера поинтересоваться. А как ты хочешь, чтобы я себя вела, или как ты хочешь, чтобы я, как ты узнаешь, да, что я должна делать, чтобы ты понял, что я проявляю любовь, потому что люди есть разные языки любви, да, есть разные репрезентативные системы, то есть системы восприятия. Мы все разные. Кто-то видит проявление любовь глазами, кто-то видит проявление любовь чувствами, ощущениями, то есть его обнимают или там за руку поддерживают или еще что-то. Кто-то видит ушами, да, как человек к нему относится, то есть это аудиалисты и так далее. Мы настолько все разные, что, конечно, лучше проговорить. Как ты увидишь, как ты услышишь, как ты почувствуешь, что я тебя люблю, как бы ты хотел, да. У меня там, смотрю, елка, еще Новый год. Сегодня надо убрать. Ну, то есть вот такие ам, красные флажки, которыми мы очерчиваем границы, конечно, их нужно обязательно проговорить для того, чтобы ваша любовь, чтобы вы эту любовь не убивали, не зная того. То есть мы это делаем не специально. Мы просто не знаем, что нужно, чего нельзя делать или что нужно не делать, чтобы эта любовь сохранялась долгие годы. Поэтому вот границы и вот эти и должествования, да, когда ты должен, а, они, конечно, любовь убивает. В какой-то момент человек думает, как мне это все осточертило, и уже вот эта прекрасная, так сказать, женщина или прекрасный мужчина уже не кажется таким привлекательным. Но еще немножко из опыта. Вот есть у меня очень красивая девушка, там, и не одна, собственно говоря, такое распространенное явление, как когда есть красота, девушка начинает считать, что это основное мое оружие, и начинает этим манипулировать. То есть она говорит, что ты мне должен вот это, ты мне должен то. Если ты этого не делаешь, губки надуваем, мне это не нравится, ну и так далее. Вот у меня даже такой пример есть, когда очень красивая девушка с ребенком, она выходит замуж или просто живет с мужчиной пока, мужчина обеспечивает ее, ребенка, создает условия, и начинаются капризы. Во-первых, моего ребенка не воспитывай, я сама это буду делать. Ну, мужчина говорит, кормить, поить, оплатить частный детский сад, там кучу, так сказать, затрат на ребенка, значит, я должен делать, а сказать ребенку там, это некрасиво, это не надо делать, там что-то, это ты не должен. Вот это очень сильно, вот этот дисбаланс, он очень сильно расшатывает и убивает любовь. Когда женщина говорит, пока ты мне не купил машину, можешь там не указывать мне чего-то, там вот купи мне вот такую-то дорогую люксовую модель. И тогда мужчина понимает, что он только функция, он не человек, он не любимый мужчина, он функция для обеспечения комфорта жизни женщины. И вот это неуважение или невоспринятие человека, как говорится, со всеми его гранями, а восприятие только как функция, как кошелек, я иногда говорю. Вот женщины воспринимают как вот этот мой кошелек, и ты рассчитайся. Конечно, это очень сильно убивает любовь. Сначала кажется, что красота – это власть. Я сейчас со своей красотой вот это буду командовать. И действительно мужчина какое-то время делает, а через какое-то время он понимает, что это уже некрасиво. Когда другой человек чувствует себя неуслышанным, неоцененным, незамеченным, да, и он тогда понимает, что тот другой, который дает ему эти чувства, он некрасив, даже если внешне это будет там очаровательная женщина или красивый мужчина. Также, если мужчина не оценивает девушку, не отмечает ее старания, не отмечает ее какие-то успехи, или не отмечает, не благодарит, не замечает то, что женщина для него делает, а воспринимает это как само собой разумеющимся, конечно, это очень сильно разрушает любовь. И через какое-то время девушка думает, ну, как-то все это, так сказать, обыденно, и меня не впечатляет. Знаете, вот говорят, что да, любовная лодка разбилась о быт, любовь не разбивается о быт. Любовь разбивается о невнимание, неблагодарность, нечуткость,
И когда вот этих, так сказать, качеств и чувств нет, ну, любовь куда? Она как, так сказать, ам, ненапитанная, так сказать, объект, он потихоньку стухает. Он сдувается, и в конце концов ты уже не видишь в другом чего-то прекрасного. Поэтому, конечно, наверное, я сейчас скажу главное качество, которое очень важно, чтобы у вас было, это внимание. Внимательность и внимание. Нам иногда кажется, что мы знаем человека, вот мы с ним прожили год, или мы там 3 месяца с ним повстречались, ну, обычно после года такие случаи бывают. Я прожила год, и мне кажется, что я уже все знаю о человеке, я даже знаю, что он мне скажет. И мне говорят: ой, я тебя знаю. И вот это очень опасная тенденция, которую любовь может убивать. Почему? Потому что никогда не, мы даже себя до конца не знаем. Поэтому всегда нужно переспрашивать, а что ты имела в виду? Там, если вы видите какие-то нюансы, что-то не так, что ты чувствуешь, что происходит, озвучь мне. А, И вот эта внимательность, знаете, есть такое упражнение, вот в индивидуальной работе я и девушкам, собственно говоря, и мужчинам проговариваю, такое упражнение, оно называется диспетчер. Это диспетчер самолета, он следит самолет от начала вылета и до приземления. Или если в разных полях, то диспетчеры друг другу передают этот самолет. То есть диспетчер должна всегда на экране этот самолет видеть. И какие-то, ну, разговоры идут между диспетчером и летчиком, чтобы понимать, что там в небе все в порядке. Вот такой же диспетчер, если у вас семья, если у вас отношения, вы должны быть таким же диспетчером. То есть внимательно выглядываетесь, переписываетесь, созваниваетесь, как ты чувствуешь, что у тебя происходит, там, ну и так далее. То есть для вас человек важен, вы показываете, что человек для вас важен. И человек это чувствует, он чувствует это любовь, и он чувствует какую-то заботу, уважение к себе. Ну, конечно, это подпитывает, сохраняет любовь. Но если мы человека не чувствуем, мы не вглядываемся, мы не видим, что человеку плохо, мы не видим, что у него что-то с ним что-то происходит, мы этого не замечаем, и тогда тот другой человек, вроде бы вы в паре, но он потихоньку чувствует себя оставленным, брошенным, ненужным, и любовь потихоньку уходит. То есть, ну, если ты никому не нужен, если ты в этой паре ты не важен, ну, какая тут может быть любовь? Через какое-то время, да, люди вдруг осознают, что у них стали разные цели, разные взгляды, разные там, планы, и потихоньку говорят: ну, у нас любовь ушла, но давайте будем честными, вы любовь убили. Она не могла сама уйти, но вы не обращали на эту любовь никакого внимания. То есть здесь вот в расстановках люди, я работаю с расстановщиками и вижу, как говорят, что вы вот партнер, вот мужчина, вот женщина, а вот фигура любви. То есть любовь – это как самостоятельный объект, с которым нужно взаимодействовать. Если это, так сказать, любовь, то что я для любви делаю, что я с ней делаю, что мы с ней делаем. То есть между вами двумя есть любовь. И если она есть, то с ней надо взаимодействовать, ее нужно, опять же говорю, поить, кормить, подпитывать как-то, изучать, что укрепляет любовь, что помогает этой любви сохраниться. Ну вот там благодарность, внимание, забота. Очень сильно убивает любовь меркантильность. Ну, я уже приводила, да, этот пример, там и про машину, и про ребенка, или когда женщина там буквально требует, да, я хочу массаж, я хочу колечко, я хочу, там, я чего-то, много чего хочу, а, при этом вот, ну, она даже может любовь отдавать мужчине, но вот эти постоянные меркантильные какие-то требования, да, мужчину это немножко напрягает. Он думает: а если я этого не буду давать, что? Она не будет ко мне хорошо относиться или что? Или я только обязан платить за эту любовь? В общем, вот эта меркантильность, она тоже очень сильно любовь убивает. А, Укрепляет любовь благодарность, бескорыстие, когда вы ничего не ждете от человека, вы делаете, потому что вы хотите сделать, а не потому, что вы должны это сделать. А,
Обратите внимание, наверное, я думаю, что любой искусственный интеллект вам скажет, да, что убивает любовь. Я единственное хочу вам напомнить и посоветовать, и подсказать именно то, что живые люди говорят, что вот эта беспризорность в паре, то есть когда один другого не видит, или много от него требует, или много от него чего-то хочет, дай, 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 она, конечно, очень сильно убивает любовь. Поэтому я очень хочу, чтобы все ваши отношения были счастливыми, чтобы вы могли сохранить любовь до тех пор, до каких это вам нужно. Но если вы будете сохранять эту любовь, она будет вечной. Если ее не сохранять, не обращать внимания на партнера, думать больше о себе, так сказать, это, конечно, очень сильно подорвет вашу любовь. Конечно, очень сильно любовь подрывает доверие. Когда человек, здесь опять же нужна такая вилочка, иногда я хочу, чтобы человек оправдывал мои ожидания. А человек не оправдывает. Я хотела, чтобы он мне купил машину, или там мужчина говорит, я хотел бы, чтобы она там, например, я уезжаю в командировку, чтобы она меня хотя бы встретила в аэропорту или там, или что-то еще. У каждого же свои запросы. Если женщина не отвечает ожиданиям мужчины, начинается такое разочарование, особенно если это не проговаривать, ну, любовь убивается. Все-таки разговор, обсуждайте обязательно, прописывайте, чего вы хотите друг от друга, как вы узнаете, как спрашивайте у другого, как он узнает и почувствует, что вы его любите, и в ответ получаете эту обратную связь, и делайте так, как другой человек хотел бы, если для вас это, для любимого этого несложно сделать. Вот если вот эти договоренности все у вас будут, будет уважение, будет доверие, будет внимание к чувствам другого, то ваша любовь будет жива. Если этого не делать, к сожалению, через время оказывается, что такая была любовь, но мы стали чужими.